Участники специальной военной операции могут создать личное подсобное хозяйство, заниматься предпринимательской деятельностью, найти работу, а также получить помощь в трудной жизненной ситуации. Для этого необходимо заключить соцконтракт. Далее мы расскажем о многодетной семье, которая успешно воспользовалась этой мерой поддержки. Первые успехи в хозяйстве. Небольшое, но важное событие для семьи Микулич произошло буквально вчера. Курица снесла первое яйцо. Дети рады, дети вообще животных любят всех, а птичек так тем более. Петушка у нас зовут Гриша. О, вылез наш красивый петух. Мам, вылез. Да. Нет, не лезь обратно. Он домашний. Он домашний. Сразу разница огромная. Откуда привели? Его Сайсар. Домашний красавец Гриша и 8 куриц, которых семья приобрела в якутской птицефабрике. Курицы пока исхудалые, частично без оперения. Вся семья особенно о них заботится. Рацион только витаминизированный комбикорм и постепенное включение разнообразного прикорма. Спрашивала тоже, отрастут ли у них. Сказали, что скорее всего отрастут. Завести подсобное хозяйство стало возможным за счет соцконтракта. В прошлом году глава семейства Андрей Микулич добровольно принимал участие в специальной военной операции в рядах отряда «Барс-1». Вернулся в конце прошлого года. Сейчас работает в пожарной части Якутска. Заявку на соцконтракт удовлетворили быстро, так как заявители из числа участников СВО рассматривают в приоритетном порядке. На закупку птиц, корма и сооружение специальных вольеров семье выделили 250 тысяч рублей. Совсем скоро в хозяйстве появятся еще индюки и свой инкубатор. Хочется, чтобы дети-то свое ели, чтобы и молочко было, и яичко вот это вот, которое можно сырое разбил, гоголь-моголь так называемый, да, с хлебушком сделал, и практически на целый день сытый. Но поэтому как-то хочется, чтобы дети кушали настоящее. На этом семья не останавливается. Сейчас они проживают в трехкомнатной квартире в деревянном доме. Благоустройство в виде водоснабжения и слива глава семейства соорудил своими руками. В скором будущем планируется построить частный дом и разводить большое хозяйство. В планах-то, конечно, хотелось бы и коровку еще завести, и хотя бы пару поросят. Это было бы вообще чудесно. Козочки тоже хорошие. Задача социального контракта – улучшение качества жизни путем самообеспечения. Воспользоваться такой мерой могут малоимущие семьи и безработные. Помимо организации личного подсобного хозяйства, граждане могут пройти переобучение или открыть бизнес. Марферина Алексеева, Екатерина Амосова, Джулустан Накентьев, Якутск.